В средней общеобразовательной школе номер 10 города Канаш произошло знаменательное торжественное событие – открытие мемориальных досок и партгероев в память о выпускниках школы Ярославе Владимировиче Гаврикове и Максиме Григорьевиче Никитине, погибших в ходе специальной военной операции на Украине. В школьном дворе перед началом линейки собрались старшеклассники, педагоги школы и почетные гости. Что собой представляет парта героя? Парта героя – это ученический стол, на котором размещена фотография героя, информация о фактах его биографии и заслугах. Цель данного проекта заключается в том, чтобы напомнить ученикам школы о земляке-герое, совершившем доблестный поступок, проявивший личное мужество и готовность к самопожертвованию. На открытии парты героя приняли участие глава администрации города Канаш Виталий Николаевич Михайлов. Занимались спортом, гирями, занимались музыкой, были активистами во всем. А сегодня, к сожалению, их с нами рядом нет. Когда Родина позвала исполнить долг, они были в первых рядах. И очень тяжело говорить и родителям, и близким об этом. Но вы воспитали достойных сыновей своего Отечества. Низкий вам поклон. А ребятам обращаюсь, давайте брать пример с таких же веселых, таких же жизнерадостных, как мы их помним. И чтобы ничего нам не помешало в трудную минуту, так же, как и они, встать спиной к спине и защищать свое родное Отечество. Низкий поклон родственникам, родителям. Сегодня мы открываем парты героев, мемориальные таблицы. И вот правильно сегодня выступающие сказали, что пока мы их помним, они будут жить. Директор школы Николай Матвеевич Захаров. Они же приняли за честь открыть торжественную линейку. В жизни нашей школы, наверное, действительно важнейшее событие. Но не только школы. Сегодня мы увековечиваем память наших выпускников, героически погибших в зоне специальной военной операции в марте 2022 года. Гавриков Ярослав, выпускник 2012 года. Никитин Максим, выпускник 2015 года. Они такие молодые парни. И теперь уже на всю жизнь останутся такими молодыми. В марте прошлого года они ушли в бессмертие. Я хочу выразить большую благодарность маме Максима, бабушке Ярослава, которые смогли воспитать таких преданных в стране патриотов, настоящих мужчин, настоящих героев. Вам есть кем гордиться. Хочу, конечно, сказать и вдове Ярослава, его детям, также братишкам Максима. Есть на кого равняться и есть кого брать пример. Вслед за этим весьма волнительно прошла церемония вручения букетов цветов родственникам погибших героев. Воспитанники военно-патриотического клуба «Юные друзья пограничников», преклонив колено, вручили цветы от имени всей школы матери Максима Никитина, Павловой Наталье Анатольевне, бабушке Гаврикова Ярослава, Дмитриевой Алевтине Николаевне и вдове Ярослава Гаврикова Ирине Ивановне Гавриковой. Оба ученика учились в нашей школе. Ярослав Гавриков, он занимался в клубе «Юные друзья пограничников» все годы, пока учился в школе с 5 по 11 класс. Был первым помощником моим. Обучал школьников строевой подготовке, учил стрелять. И различные мероприятия, которые проводились в школе, Ярослав всегда был среди первых помощников. Получилось так, что когда погиб наш подполковник Желудкин, мы выезжали к нему на родину, в село Очакса. Он был командиром взвода, когда открывали этому подполковнику мемориальную доску и ставили пограничный знак. Также получилось так, что он стоял в почетном карауле, когда мы проводили уроки мужества в честь него. В нашей школе, также в Ачахатинской школе. Но он со школьных скамей мечтал стать военным. Но так и получилось, что он стал военным, контрактником. Но, к сожалению, получилось так, что он во время исполнения воинского долга погиб. Никитин Максим тоже учился в нашей школе. Был тоже смышленым мальчиком, всегда участвовал в различных мероприятиях. Занимался спортом, занимался борьбой, гирями. Имеются различные достижения на уровне республики. Ну, в школе тоже занимался, учился разбирать автомат, стрелять учился. Никогда ни в чем не отказывал. После окончания 9 класса поступил в строительтехникум, закончил. Потом ушел служить в армию. Был таким юношей, которому до всего было дело.
что об этом говорят его поощрения, которые он имел участие в школе. Почетное право открыть мемориальную доску в память о подвиге Максима Никитина было предоставлено главе администрации города Канаш Виталию Михайлову, матери Максима Никитина Наталье Анатольевне Павловой, председателю Канашского территориального отделения общественной организации «Союз ветеранов ГСВГ» Николаю Алексеевичу Павлову. Сегодня мы здесь собрались в средней школе номер 10 для того, чтобы открыть мемориальные доски и парты героя нашим славным ребятам, сложившим свою жизнь в специальной военной операции на территории Украины. Это наш долг поддержать тех ребят, которые сегодня воюют, и, естественно, сохранить память о тех ребятах, которые сложили свою жизнь во имя будущей победы. Сегодня мы открываем мемориальные доски Гаврикову Ярославу Владимировичу и Никитину Максиму Григорьевичу, погибшим в марте 2022 года при выполнении задания. Естественно, это мероприятие не состоялось бы без неравнодушных людей, которые проживают в нашем городе. Об одном из них, инициаторе открытия мемориальных досок, хотелось бы сказать особенно. Многие из нас знают такого человека, как Рассадникова Светлана Петровна. Это прекрасный педагог, общественник, член Союза ветеранов группы советских войск Германии. Именно она обратилась к нам, в нашу организацию, к нашим членам, чтобы увековечить память этих ребят. Естественно, мы не остались в стороне, приняли определенные меры, довели эту инициативу до общественных организаций города, Союза ветеранов Афганистана, Пограничного братства, обратились к коллективу средней школы, чтобы нас поддержали. И, естественно, это движение приобрело свою силу. Хочется особо отметить наших неравнодушных граждан, которые внесли денежные средства на изготовление мемориальных досок и парт. И особо хочу выразить большую благодарность руководителям таких предприятий, как Общество с ограниченной ответственностью строителя Фарберу Владимиру Федоровичу и директору Общества с ограниченной ответственностью Гамма Семенову Игорю Николаевичу, которые внесли большие денежные суммы для того, чтобы мы смогли сегодня провести данное мероприятие. Все дело в том, что если мы не будем работать с молодежью, у нас не будет будущего. Мы, естественно, не можем охватить сегодня все, что делается в нашей стране, но то, что мы можем сделать здесь у себя, мы обязаны сделать. У нас, конечно, много героев сегодня погибло на украинской земле. Мы не можем каждого из них знать поименно, но своих, с теми, с кем учились, росли, жили бок о бок, мы должны помнить. И, естественно, то, что сегодня мы открыли мемориальные доски на стенах школы, это будет способствовать тому, что наши ребята, заходя ежедневно в школу, будут видеть лица, образы этих ребят. И, естественно, у них, наверное, будет возникать в душе желание быть похожими на них. Вот это будет очень здорово. И хотелось бы сказать, что этих ребят будут знать не единицы, а тысячи, потому что ежегодно у нас выпускается большое количество ребят со школы, на смену будут приходить другие ребятишки. И все это каждый из них будет запоминать и гордиться тем, что в свое время учился в школе, которую закончили Максим и Ярослав. И член управления Канашского отделения ветеранов Афганистана Евгению Николаевичу Мурзину. Уходят от нас такие молодые ребята, гибнут дети, наши друзья, братья. И очень отрадно, что мы не забываем о них, что память о них будет жить в наших сердцах.
Мемориальную доску Ярославу Гаврикову открыли бабушка Ярослава Алевтина Николаевна Дмитриева, его одноклассник Иванов Александр, председатель Канашского отделения «Пограничное братство» Герман Петрович Николаев. Все они приняли активное участие в сборе средств на мемориальные доски и парты героев. На фоне трогательного исполнения Чуевой Екатерины, воспитанницы Дома детского творчества песни «Встанем», прошла церемония возложения корзин с цветами и гвоздик к мемориальным доскам. По-военному четко прошло прохождение юноармейцев торжественным маршем с отданием воинских почестей. Эта часть мероприятия завершилась минутой молчания. После все присутствующие прошли в актовый зал школы, где состоялась церемония открытия партгероев. Здесь выступили представители общественных организаций Мурзин Евгений Николаевич и Николаев Герман Петрович. Учащиеся школы Сибирякова Арина и Иванов Дементий зачитали краткую биографию выпускников школы. Ярослав Владимирович Гавриков, старший сержант, родился в городе Канаш 4 августа 1994 года. Окончил 11 классов СОШ номер 10 города Канаш. В школе занимался в военно-патриотическом клубе «Юные друзья-пограничники». Увлекался гирьевым спортом и стрельбой. После окончания школы поступил в Чувашский государственный университет имени Ульянова в городе Чебоксары. В 2014 году был призван на военную службу в ряды вооруженных сил Российской Федерации, где с 2014 по 2022 годы проходил военную службу по контракту на должностях разведчика, командира танка, начальника радиостанции. 7 марта 2022 года героически погиб в ходе спецоперации на Украине. Остались жена и 3 детей. Являлся участником боевых действий в Сирийской Арабской Республике. Имеет государственные награды, медаль участника военной операции в Сирии, медаль за воинскую доблесть, посмертно награжден Орденом Мужества. Никитин Максим Григорьевич родился 18 февраля 1999 года. С 1 по 10 класс обучался в школе номер 10 города Канаш. В сентябре 2019 года, после окончания Канашского строительного техникума, поступил учиться в Чебоксарский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации по специальности управление и экономика. 10 декабря 2019 года был призван в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Срочную службу проходил в Забайкальском крае. 14 июля 2020 года заключил контракт и продолжил службу в Наро-Фоминском районе Московской области в должности командира танка. С 24 февраля 2022 года участвовал в специальной военной операции на территории Украины. Погиб 19 марта 2022 года при исполнении воинского долга в Харьковской области в ходе ожесточенных боев от острой массивной кровопотери. Ему было 23 года. 10 сентября 2022 года похоронен на Канашском городском кладбище. Указом президента Российской Федерации от 11 октября 2022 года награжден Орденом Мужества посмертно. Право открыть парту героев было предоставлено родственникам погибших и учащимся, имеющим высокие успехи в учебе и общественной жизни. Уходят ребята в бессмертие, встречают их небеса, в гомоне птиц на рассвете услышим их голоса, а матери глаз не смыкают, след горя, прядь седины, глаза их не просыхают, с войны не вернулись сыны. От имени родственников героев выступили Светлана Петровна Рассадникова и Алевтина Николаевна Дмитриева. Ну и что хочу сказать. Ярослав родился очень светлым мальчиком. Белый-белый был, как одуванчик. Он был белый не только внешне, светлый, он и душой был светлый. Очень отзывчивый, очень добрый, улыбчивый. Вокруг него всегда были дети во дворе. Он много чего интересовался. Музыкой интересовался, и гирями, и стрельбой. Много чего интересовался. Я даже не знаю, что сказать. Любили мы его очень. Поддержка была очень сильная. Нам его очень не хватает. Очень не хватает. Надо брать таких ребят. Пример действительно себя не жалеет. А мне что хочется сказать? Ну, во-первых, благодарность выразить руководству этой школы, города, преподавателям. Наталья Владимировна хорошо помогала очень сильно. На 40 дней мне принесли же ролик. Таких фотографий я не видела. Хотя он еще был, считался без вести пропавшим. Но организовали, что ролик принесли.
Низкий поклон вам за ваши труды, за вашу память о нем. Большое вам спасибо. А молодежи хочется сказать в завершении, наверное, жизни не надо по всяким причинам. Звание кичиться, хвастаться чином. Следует помнить и старым, и юным, и самым вознесшимся в этом числе. Быть человеком в мире подлунном – высшая должность на грешной земле. Оставайтесь людьми добрыми, светлыми. Большое всем спасибо. А маленький сын Ярослава, Гавриков Саша, прочитал стихотворение, где в каждой строчке сквозила его грусть по отцу. Мы целый год уже стеною отделены от той весны. Потом я понял в отражении, был я похож на него. Одно короткое мгновение, а сколько вспомнилось всего. Память о погибших – долг каждого живущего. Забыть прошлое значит предать память о людях, которые отдали жизнь за честь Родины и спокойствие своих родных и близких. Мы должны помнить и чтить их вечно. Людмила Матвеева, Павел Демин.